Бесспорно, главным политическим событием года в жизни региона стали досрочные выборы главы администрации Липецкой области. Первоначально выборы руководителя региона должны были пройти в сентябре 2015-го. Но 12 мая этого года действующий глава Олег Королев подал прошение президенту о досрочном прекращении полномочий. На встрече с главой государства Олег Королев рассказал о развитии региона. Результаты у вас хорошие. Человек опытный, много сделали для области. Подготовка к выборам началась незамедлительно. Дату назначили на 14 сентября, единый день голосования. Своих кандидатов выдвинули 8 политических партий. Вовремя и без ошибок сдали все необходимые документы только 5 человек. Олег Королев шел как кандидат от партии «Единая Россия», Максим Халиманчук от ЛДПР, Владимир Подгорный, партия пенсионеров России, Иван Мягков, Аграрная партия России и Владимир Родионов от Казачьей партии. 14 сентября свои двери распахнули более 900 избирательных участков по всей области. В регионе завершались 42 избирательных кампании, поскольку кроме главы администрации области жители выбирали глав сельских поселений и депутатов сельсоветов. Кстати, если говорить о стране в целом, то в тот день выборы разных уровней проходили в 84 субъектах. В Липецкой области выборы губернатора стали референдумом о доверии. От победных 82% голосов Олега Королева ближайший конкурент отстал на 75%. Избиратели поддержали работу по созданию сильного региона. Я, Королев Олег Петрович, вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь верно служить населению области. Мы с вами свидетели того, как один из лучших губернаторов не только в Центральном округе, но и у нас в целом в стране вступил в должность. Олег Петрович – это один из самых надежных в команде нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. На каком бы посту вы ни трудились, вот так быстренько перечислю: председатель колхоза, секретарь крупнейшего райкома партии, Трест Водстрой управляющим, председатель областного совета, вы сегодня главой, вы всегда перед собой и своей командой ставили высочайшую планку и всегда ее с успехом преодолевали. Ключевое слово в этих выборах – досрочные. Кампания была непростой, готовились быстро. На этом фоне отсутствие нарушений – бесспорное достижение. И в день голосования, в день выборов мы не получили ни одной жалобы, ни одного заявления. Ни от избирателей, ни от кандидатов, ни от наблюдателей, ни от права совещательного голоса. А их было около 700 человек на избирательных участках. Как тут можно сравнивать? Поэтому выборы прошли организованно, открыто, доступно. Важное политическое событие для жизни региона проходило на фоне громких политических событий для всей страны. Государственный кризис в Украине и последовавший за этим вооруженный конфликт привел к тому, что в Россию потянулся поток беженцев. Принимала их и Липецкая область. Сотни людей размещали в санаториях, домах отдыха, больницах. Большинство приезжали в Россию без самых элементарных вещей. Беженцев обеспечивали всем необходимым. Многодетным семьям выделялись дома в районах. Тем, кто пожелал остаться, помогали найти работу. Встретили очень хорошо, МЧС помогала, я не взяла ни одной сумочки, молодцы ребята, спасибо большое Россия, что нас так приняла, очень удобные автобусы, все замечательно, спасибо вам большое. Липецкая область не осталась в стороне от судьбы и Крымского полуострова, вошедшего в состав России. В начале апреля туда отправили 5 фур гуманитарной помощи, 150 тонн сахара, круп, консервов, детского питания и медикаментов. И этот автопоезд стал первой ласточкой в долгосрочных отношениях Крыма и Липецкой области. Город Симферополь предлагается нам как город-побратим для Липецкой области, чтобы понять, навести более тесные контакты с нашими промышленными предприятиями, поставку туда продукции нашей, ну и, наверное, может, открытие филиалов каких-то, но это уже будет в детали. Поэтому нам очень приятно то, что правительство России доверяет именно столицу республики контактировать или шефство взять именно над столицей республики Крым, Липецкой области. После ввода западными странами санкций в отношении России и принятия страной ответных мер, таких как запрет на импорт ряда товаров, власти региона стали предпринимать все возможное, чтобы минимизировать потери липчан. Для этого у области есть все необходимое – развитое сельское хозяйство и промышленность, а у руководства достаточно политической воли, чтобы сохранить жизнь на должном уровне. Началась настоящая работа по импортозамещению. Сегодня резко возрос спрос на все виды продукции, производимой в области. Сегодня разрабатывается целый ряд программ правительством Российской Федерации по поручению президента страны по поддержке так называемых отечественных товаропроизводителей, малого и среднего бизнеса. Поэтому сейчас вот такая ситуация с санкциями. Из-за
чтобы еще раз не говорить благодаря санкциям, у нас резко возрос поток инвестиций. Сегодня область в лучшем смысле слова переживает инвестиционный бум. 2014 год запомнится и визитом в Липецкую область премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Он посетил Новолипецкий комбинат, где вместе с Олегом Королевым принял участие в награждении металлургов правительственными наградами по случаю 80-летнего юбилея предприятия. Также глава Кабмина провел прием граждан и осмотрел новые микрорайоны, возводимые в Липецке. Особенно Дмитрия Медведева впечатлил новый детский сад на 260 мест. Вот хороший детский сад, не знаю, кому посчастливится туда идти. Да? Ну вот, поздравляю вас. Нет, там на самом деле классно, там даже бассейн есть, ну так все выглядит прилично. И хорошо, что комплексная застройка, и детские сады, и школы. В этом году дипломатические связи наводили и липецкие пилоты. Авиацентр дважды принимал иностранных гостей. Первый раз летчиков из Китая и Белоруссии во время конкурса «Авиадартс». Во второй раз на Липецкую землю приземлились пилоты из Индии. С липчанами они играли в волейбол, ездили в заповедник. Кроме того, принимали участие в совместных учениях ВВС России и Индии «Авиа Индра-2014». Михаил Шишаков, Липецкое время.